Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационный выпуск «Амши Кушара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране и не только. Сегодня в выпуске. Приоритеты экономической реформы. Аслан Бжаня провел первое заседание рабочей группы. Массовые беспорядки в Грузии. МИД Абхазии мониторит ситуацию. В здоровом теле здоровый дух. Бокс, кикбоксинг, айкидо. В Сухуми открылось новое спортивное пространство. Аслан Бжаня провел первое заседание рабочей группы при президенте по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы. В рабочую группу входят представители научного и предпринимательского сообщества, экономисты, руководители органов госуправления, представители общественных организаций. Тема заседания очень актуальна, а для руководства страны важно мнение всех политических сил, участвующих в политическом процессе, отметил Аслан Бжаня. Участники заседания поделились своими идеями и предложениями по определению приоритетных направлений развития экономики Абхазии. Секретарь общественной организации ветеранов АРУА Тимур Надарая поблагодарил главу государства за организацию подобной встречи. Однако он охарактеризовал планируемые реформы как запоздалые. По мнению Надарая, и предыдущие, и нынешние руководители не смогли выполнить данные в ходе предвыборных президентских кампаний обещания о реализации необходимых государству реформ. Тимур Надарая высказал поддержку в вопросе законодательного регулирования правового статуса апартаментов и апарт-отелей, отметив при этом, что единственным беспокоящим его неучтенным моментом является вопрос квотирования. حخشوا لتنا حزنير على شيء ها يأخذ ونتكرر عن يعيد عامته ريفورم كرم بكرة ويدحل مزروب بابوليزم ويدحل مزروب بروفيسيوناليزم الدرة إحنا بيكو إقتصادية قال خلا ريفورما البوليتيكا قال خلا ريفورما السوسيال قال خلا يقوى ريفورما كوكي يبزين يدروا حرا زيجي ويقال خلا يحوكوب خكو تقول عشية خرب حملات بيه خرب هندكرمش يربن زعلاقي أنا قزرم شوما أزقان بمشوما أختش بيو أزبر كرم شوما وغنى أو عرمز رولارز وبريوب حريح تخو بريوب شرقيش تخو حيث خود سرس تخو أو صحورتس حياش زهن فينال جوزي بسفحيد ريفورم كرام تهايد بابوليزم ده الريفورم كرام تا يخب خزر يا الله يعيشتي كرتوي يقب ويزا ريفورم كوا بوليتيكا ريفورم حالس فجوزر يونيزي كي خبش بسرزحن يتصير دروا بسنزي يزي كبوليتيك تيروحوز الخرا كران يحوز هريحن صوز يحوز خاجين بي كمان عن هريحوز خياك بحثز يحزق أمتز شرقي شنصوزي شحون وبرتاجكوا ورثي يخيجي أتبي خوا يعوب تسلام زم عامت عايشتي كرزويت شوك شحاتو يعزدو يحب وجبري أبارتمنت كحيشتش خز حب الزعارة أو بخاني بخاني بحشي لحظة سرا سسخط من يبيسحو سسخط سرا ويزنزس ساتشغلزم بتفيك ريبش بلي أملارو بحزحوي ساتشغلزم يزبنزر وي أبزيالو يزبط حخو يزبط يحخ برخاغو يحخ شوش حخ شو جواب خسر سامزر وبرا أبري أناخ يراخ أتجيم بوا قاسكي زوا حبس واشو روح بشحزا زوزر أقوات أحساستي حب جاجر ريون عن أبس وارختاد جلرس خزوم درجير تخوبة قدر كلر تسوانس برسبكتيفة توبو شايف دروت يا حرك أو صورة خام أو خام أبستاز خام أو خام أبستاز خام يتشوف أمر كلر بريون كر
وبراخ وبرت أبردمنت كوي حي يقص يحب وبراخ حي أسقاس وآخر خزر علىس يجرمك يخنوق علىس يخوجك حي يحب خنزيك إمرقل رخ بريون كوتا عستي ينزيك يحب جاجر ريون نس كوتا عستي بس كوتا نعتصنا بس حزدير أن يزحوج ديموغرافيا لازغوتها ويني بلغ خنزيك يقرب كوتا ليزمو زين حب أبردمنت ما وجه نزيك يقرب يزمو ويحد ديموغرافيا زنزاي لنا قربي بشي برخاجزم وتم более وانس школа прописка роудзум, паспорт роудзум, регион, нас уяшение отцов зиги, висак шахату. Участники встречи обсудили ряд других актуальных вопросов экономической сферы. Аслам Жания выказал свой серьезный настрой по работе данной комиссии. «Нам нужны как классические, так и неординарные подходы», резюмировал президент. Аслам Жания поручил назначить ответственного секретаря рабочей группы не позднее 14 марта текущего года, разослав все необходимые материалы представителям рабочей группы. Расширенный репортаж заседания смотрите в нашей программе 10 марта. Попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве назвал министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба ситуацию, складывающуюся в последние дни в Грузии. Министр подчеркнул, что президент Абхазии осуществляет оперативный мониторинг ситуации, находится в постоянном контакте с руководством Минобороны и СГБ республики. Утром 7 марта на фоне принятия в первом чтении закона об инагентах в Грузии вспыхнули массовые беспорядки. По последним данным, во время протестов были задержаны 133 человека. Уважаемые соотечественники, Министерство иностранных дел Республики Абхазия осуществляет мониторинг ситуации в Грузии. Считаем это очередной попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве. Так называемые мирные протестующие используют активно акции прямого действия, используют коктейли Молотова, перекрытие улиц и другие формы агрессивного поведения. Это однозначно указывает на то, что они хорошо проинструктированы Государственным департаментом США, соответствующими подразделениями американского посольства в Тбилиси. Кроме того, традиционно отмечаем деструктивную роль так называемых НПО в подготовке этих мероприятий. Хочу подчеркнуть, что президент Республики Абхазия осуществляет оперативный мониторинг ситуации в Грузии, находится в контакте с руководством Министерства обороны Республики Абхазия и руководством Службы государственной безопасности. Хочу подчеркнуть, что наша государственная граница находится под надежной защитой соответствующих абхазских и российских специальных подразделений. Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной. Продолжаем выпуск. Сотрудники Министерства госбезопасности Приднестровья предотвратили покушение на главу республики Вадима Красносельского, сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на РИА Новости. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской республики. Подозреваемые задержаны, они дают признательные показания, говорится в сообщении. Преступники хотели подорвать джип, начиненный 8 килограммами взрывчатки, шурупами, гайками и обрезками проволоки. Обстановка в Приднестровье накалилась после начала военной спецоперации на Украине. В частности, власти республики не раз заявляли о провокациях со стороны Киева. В Сухуме задержаны 3 жителей Сочи за незаконное приобретение с целью последующего сбыта наркотического средства в особо крупном размере. Им также вменяется хранение, перевозка и распространение наркотиков путем размещения в потайных местах на территории республики. Подробности в материале пресс-службы МВД. Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел в результате проведения оперативных мероприятий в городе Сухум задержаны 3 жителей Сочи, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство в особо крупном размере, которое хранили, перевозили и распространяли путем размещения в потайных местах на территории Республики Абхазия. Кузнецов Павел Викторович, 1996 года рождения, прибыл в Абхазию со своими спутницами из Адлерского района города Сочи. На момент задержания данный гражданин хранил при себе готовые к реализации свертки.
9 заизолированных пакетиков со светлыми кристаллами внутри изъяли сотрудники милиции при личном досмотре задержанного. Кристаллическое вещество. Скажите, пожалуйста, гражданин Кузнецов, где вы приобрели это вещество? Для чего вы его приобрели, скажите, пожалуйста. С целью распространения. С целью распространения? Каким путем? Раскладывание. На территории. Делать тайные закладки, правильно? Да. При личном досмотре гражданки Гапоновой Дианы Валерьевны 1992 года рождения в переднем левом кармане носимых ею джинсовых брюк было обнаружено 7 аналогичных изолированных свертков. Приглашенных граждан в качестве понятых обратите внимание, с целью обнаружения запрещенных в гражданском обороте наркотиков мы проводим личный досмотр гражданки. Смотрите. Заизолированные свертки белого цвета в количестве 7 штук. Именно вы приехали, кто распасовал? Вы сами или кто вам помогал? Вчера примерно в 8 часов утра я пересекла границу, русско-абхазскую границу. Я ехала на территории Абхазии, я ехала с Павлом и Александрой. У третьей задержанной гражданки Куцевич Александры Раулевны 1996 года рождения оперативниками обнаружено изъято 10 изолированных свертков с кристаллообразным веществом светлого цвета внутри. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении вышеназванных лиц установлено, что последние, прибыв на территорию Республики Абхазия, арендовали автомобиль Nissan и, действуя группой лиц по предварительному сговору, распространяли наркотические средства путем так называемых тайных закладок. Оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию ранее сделанных закладок при участии задержанных лиц были начаты с автостоянки Абхазского государственного университета. С кем вы здесь были? Александра и Диана. Фамилии? Куцевич Александра, а Дианы, не знаю, я ее пару раз видел. А вы на чем сюда приехали? На белой машине Nissan Ford. Ой, Госномера? Марка какая? По улице Университетская в городе Сухум обнаружено изъято 3 свертка, обмотанных изоляционной лентой белого цвета с содержащимся кристаллообразным веществом белого цвета, на который указал гражданин Кузнецов. В тот же день в ходе обследования участков местности, расположенных в городе Сухум, с участием Гапоновой, последняя указала на потайные места, где ей ранее были осуществлены скрытые размещения свертков с наркотическими средствами, а именно на улице Университетская, где было обнаружено изъято 2 свертка, обмотанных изоляционной лентой. 5 уже готовые к реализации закладки обнаружено в ходе обследования участка местности также по улице Университетская с участием гражданки Куцевич. Она же впоследствии указала на потайные места с закладками наркотиков в Синопском парке города Сухум, откуда было изъято еще 3 аналогично заизолированных свертка. Но на этом распространители наркотиков не завершили свой преступный умысел. На территории Гулырыбского района в поселке Агудзера было обнаружено изъято 5 свертков, обмотанных изоляционной лентой белого цвета, содержащимся кристаллообразным веществом внутри. Далее было произведено обследование автотранспортного средства Nissan, на котором следовали злоумышленники на момент задержания. В ходе досмотра в нижнем подлокотнике между передними сиденьями салона автомобиля был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с 19 свертками в нем, также обмотанных изоляционной лентой расфасовок кристаллообразного светлого вещества. При досмотре второго автомобиля Ford Fusion, на котором так называемые гости прибыли в Абхазию сотрудниками уголовного розыска, под передним пассажирским сиденьем обнаружен пакет с 20 аналогично заизолированными свертками. В свертках также содержались кристаллы светлого вещества. Кому принадлежит данная автомашина? Мне. Мы на ней приехали из города Сочи. С кем? С Павлом и Александрой. Именно приехали в город Сухум. В экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел все изъятое вещество было исследовано. Согласно справке экспертов, это наркотическое средство метадон общим весом более 75 граммов.
В отношении Александры Куцевич, Павла Кузнецова и Дианы Гапоновой в соответствии с пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта равно сбыту наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Следственный отдел УВД по городу Сухум. Вышеназванные граждане содержатся под стражей. Пресс-служба правительства сообщает, что в текущем году компенсационные выплаты вкладчикам сберегательного банка будут осуществлены в полном объеме гражданам, родившимся до 1990 года включительно, и их наследникам. Выплаты получат те, кто прошел регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. С 1 октября по 31 декабря 2012 года, с 6 апреля по 29 мая 2015 года. Граждане из указанных категорий могут обращаться с заявлением в администрацию района по месту жительства. 8 марта отметил юбилей заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварча. С 70-летием Нури Кварча поздравил министр культуры Абхазии Даур Кови. Министр поблагодарил юбиляра за вклад в воспитание подрастающего поколения и пожелал ему крепкого здоровья. Нури Кварча – актер, режиссер, возглавляет Республиканский центр народного творчества имени Кортуа. В разные годы работал в Абхазском драматическом театре, возглавлял Дом культуры Творчала. Им была возобновлена деятельность этнографического ансамбля абхазских долгожителей «Нарта». По его инициативе была создана хоровая студия «Абаза», конкурс юных вокалистов «Ахармацысы» и «Молодые голоса». В годы Отечественной войны народа Абхазии Нури Кварча командовал ротой, был ранен и награжден орденом Леона. К другим новостям. Утвержден список кандидатов для избрания в новый состав Общественной палаты и установлен срок внесения проекта решения о бюджете города Сухум. Состоялось очередное заседание Сухумского городского собрания, в повестке дня которого было 3 вопроса. Гугуца Вардания расскажет подробности. Алхаз Гургуля и Лана Цаава утверждены кандидатами для избрания в новый состав Общественной палаты от города Сухум. Такое решение депутаты Сухумского городского собрания приняли единогласно. Далее участники заседания заслушали отчет главного архитектора города Светланы Шаменковой о проделанной работе отдела градостроительного регулирования и архитектуры за 2022 год. Шаменкова сообщила, что за отчетный период было выдано 267 разрешений на строительство, 16 на ввод в эксплуатацию объектов. 8 запросов коллегии адвокатов. Было составлено 17 ответов на запросы о получении соответствия градостроительным нормам и правилам объектов самовольного строительства. Было издано 12 архитектурно-планировочных заданий. Светлана Шаменкова отметила, что проводится архивирование и сканирование всей документации, которая поступает в отдел архитектуры. Эту работу впервые начали вести в 2020 году. К Шаменковой у депутатов возникло немало вопросов. В основном их интересовало, как выдается разрешение на строительство и проблема незаконного строительства. По словам Шаменковой, основной проблемой является то, что в данный момент нет утвержденного генерального плана развития города. Вопрос градостроительного кодекса активно обсуждался специалистами отдела архитектуры и депутатами Народного собрания еще в 2018 году. В 2018 году, когда нам случайно удалось получить экземпляр проекта градостроительного кодекса, мы в выходные дни с Союзом архитекторов, несколько человек, кто смог прийти, проштудировали этот градостроительный кодекс, написали свои замечания по этому вопросу и представили их депутатам, которые разрабатывали этот кодекс. С просьбой: ребята, вот есть замечания, вы их обсудите, нужно откорректировать, нужно включить, нужно что-то изменить, надо дополнить. Мы готовы с вами сотрудничать. С 2018 года ни разу никто не обратился и не дали нам прочитать уже измененный какой-то кодекс. Внесли они туда корректировки, не внесли. Потому что они его утвердят, и мы будем вынуждены жить по этому кодексу. Свои разработки вместе с нами, давайте тогда садимся. Пожалуйста, да, может вам попробовать. Дайте нам то, что они разработали уже. Я не знаю,
то, что они там уже разработали. Вот это нам нужно понять, что они разработали и что мы можем дополнить, или нам не нужно, или он такой замечательный, что нам не нужно ничего дополнять, его нужно только утверждать. Вы же можете к ним запрос обратиться? Ну, мы обратились, сейчас Резу Зантария занимается этим вопросом, он обещал нам. Давайте, у вас напрямую нет законодательной инициативы. Может быть, через собрание, через депутатов мы этот вопрос сделаем открытым, чтобы общество тоже участвовало в решении таких вопросов. В завершении заседания депутаты установили срок внесения администрации столицы проекта решения о бюджете города Сухум на очередной финансовый год не позднее 30 октября текущего года. Гугу Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В последнее время в обществе, в особенности в соцсетях, активно обсуждается строительство высотного здания на Сухумской набережной. Активисты общественной организации «Харахакалак» выступили с обращением, в котором объясняют свои опасения и беспокойства, связанные с данной стройкой. В ситуации попытались разобраться наши корреспонденты. Смотрите специальный репортаж Алики Трапш сразу после новостей. В здоровом теле здоровый дух. Чтобы в любом возрасте хорошо выглядеть, быть подтянутым и спортивным, необходимо приложить определенные усилия. А чтобы эти усилия были в радость, нужно выбрать комфортный и современный зал, к примеру, новый фитнес-клуб по улице Адыгейской. Здесь посетители могут не только заниматься на тренажерах, но и профессионально тренироваться в секциях бокса, кикбоксинга и айкидо. В этом убедилась Адица Сагария. Когда входишь в этот новый зал площадью в 400 квадратных метров, сразу возникает желание подойти к тренажерам и начать активно заниматься. Новички и профессиональные спортсмены на разнообразных современных устройствах могут подтянуть мышцы, нарастить их массу, укрепить кардиосистему и получить заряд бодрости. В этом тренажерном зале можно найти множество различных тренажеров, которые сумеют помочь сбросить лишние килограммы и поддерживать себя в форме. Если говорить о беговой дорожке, то она держит мышцы в тонусе, укрепляет сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему, повышает уровень выносливости спортсменов. Однако этот зал посещают не только спортсмены, но и обычные люди, которые стабильно следят за своим здоровьем. И это очень важно. Идея зала, открыть зал давно была. Ну вот мы своими усилиями открыли его. Сначала это был тренажерный зал. Приходили здесь. Ну, немногие знают, что здесь зал открыт. В основном вот улица Дзидзария и близлежащие улицы. Потом вот ребята обратились, они не знали, где им заниматься. Старые залы все фактически закрыты. И обратились ко мне. Я с удовольствием место предоставил. Я сказал, чтобы они могут прийти, установить здесь свой ринг и заниматься. Посетители тренажерного зала ставят перед собой разные цели. Кто-то хочет снизить вес, а кто-то накачать мышцы и повысить выносливость организма с помощью нагрузок разной степени. Но оптимального результата можно достичь лишь под руководством профессионального инструктора. Специалист составит персональную программу с учетом возраста, состояния здоровья. Если человек хочет прийти сбросить вес, просто прийти заниматься, этого тоже недостаточно. Мы не можем предоставить гарантию, что человек придет и сразу сбросит вес. Ему нужно стараться. Трудно, как говорится, не значит невозможно все-таки. Надо потрудиться. Мы наблюдаем за ребятами. Конечно, есть такие, которые думают, что они все умеют, но все равно надо подходить, подсказывать, потому что железо, как говорится, это все-таки, с одной стороны, вредно, если это делать неправильно. В новом зале можно заниматься не только на тренажерах, но и осваивать приемы рукопашного боя, профессионального кикбоксинга, айкидо, оттачивать удары как на боксерской груше, так и на ринге. Бокс – контактный вид спорта, в котором спортсмены надевают специальные перчатки и наносят друг другу точные удары. Рефери следит за боем, который может продлиться от 3 до 12 раундов. Хочу сказать огромное спасибо Датке Гамисоне, который предоставил нам такую возможность. Он сказал, занимайтесь, развивайтесь. Первое время было так, все равно чуть поменьше было, но детишки, родители не знают, это новый зал открылся в плане зала бокса. То, что люди пошли, сейчас вот видно, даже вы сами увидели, что
интересно, дети занимаются. Я думаю, даже еще больше. Плюс самое главное, еще раз повторяюсь, это не такие большие достижения. Это как Бог даст. Самое главное, чтобы они ходили, занимались спортом, чтобы лишнего времени не было у них на улице. Бокс включает в себя упражнения, выполняемые с высокой интенсивностью. Его заслуженно называют сложнейшим и опаснейшим видом спорта. Но, несмотря на это, он имеет ряд преимуществ для здоровья. В новом зале со спортсменами занимаются 2 тренера. Дни занятий поделены между секциями. Здесь также проходят полноценные тренировки победителей Кубков мира и Азии. У нас есть и победители Кубка мира, Кубка Азии, Бган Басман, Хибба Гудиса, Зухба Сандрик. То есть у нас хорошие результаты. И я думаю, люди увидят, услышат, детишки. Самое главное, вот приходили, занимались спортом. Это для нас большое достижение в первую очередь. Кроме того, в новом фитнес-клубе проводят тренировки по боксу и кикбоксингу. Получается, здесь у нас больше идет ударка, то есть и ринг стоит, и боксерские мешки, то есть полноценные тренировки по боксу, по кикбоксингу. У нас есть победитель Кубка мира, это Бган Басман. Есть победители Кубка Азии, Шхаев Азнаур. Также есть призеры Тамерлана Тумава. Есть Гудиса Хиба, он многократный призер Кубка мира по кикбоксингу, то есть уже не рукопашный бой, а кикбоксинг. Победители Кубка мира. То есть, есть ребята, мы работаем. Хожу около 6-7 лет сюда. У нас целая команда, то есть 3 тренера. В прошлом году, летом, 12 по 14 июня, Кубок мира выиграл. Мы перед этим очень долго работали. Хочу дальше продолжить заниматься этим спортом. Датка Гамисоня уверен, что спорт – один из важнейших факторов общего развития личности на протяжении всего жизненного пути. Я думаю, что одно из таких направлений, которые должна страна наша развивать. Понимаете, молодежь находится на улице, и сегодня заняться им нечем. Спорт на сегодняшний день, я думаю, это самое важное, что нужно у нас развивать. В новом фитнес-клубе действует гибкая ценовая политика. Для разных категорий граждан предусмотрены льготы. Так что, если вы хотите заняться спортом, непременно обращайтесь. Здесь вас выслушают и обязательно помогут. Адица Сагарян, Нарсо Цулуки, Рамо Камкя, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 10 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, туман, днем и вечером местами слабые умеренные осадки. Температура воздуха ночью 4,9, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 9 градусов. Далее на нашем канале смотрите специальные репортажи Алики Трапш, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч.